У эфіры Белсату размова, з вами Віталь Цыганкоў. Як выглядаюць стратэгічныя мэты Расіі ў сённяшняй беларускай сітуацыі? Калі і Масква, і беларускія пратэстоўцы адначасова хочуць адстаўкі Лукашэнкі. Гэтае супадзенне добра ці кепска? На гэтыя ды іншыя тэмы мы пагаворым з нашым сённяшнім госцем. Гэта палітолаг, намеснік дырэктара Цэнтру замежнапалітычных і стратэгічных даследаванняў Юрый Царык. Добрый дзень. Добрый день. Давайте, можа, з гэтага галоўнага пытання і пачнем, паколькі менавіта наконт гэтага, здаецца, найбольш спрэчак, інсінуацыяў, версіяў. Гэта што сёння жадае Расія ў беларускім палітычным крызісе. Яна хоча адстаўкі Лукашэнкі, ці яна хоча захавання Лукашэнкі, як яна ставіцца да беларускіх протестов? Вы знаете, все, что происходило в 2020 году в Беларуси и в белорусско-российских отношениях, было очень предсказуемо. И как мы помним, политический кризис в Беларуси начался на фоне глубочайшего кризиса белорусско-российских отношений. Да, в начале 2020 года Москва перестала поставлять нефть в Беларусь, чего не было, в общем, по-моему, никогда в истории двусторонних отношений. Может быть, адразу дакладнім, этот кризис стал вынікам того, что Лукашенко адмовіўся падпісаць дорожные, так званые дорожные карты, ці вынікам всего развития адносінаў за апошнія гады? Нет, это было абсолютно закономерное развитие событий. Когда россияне выдвигали ультиматум интеграционный, так называемый, о подписании дорожных карт об углублении интеграции, они знали, что Беларусь, конечно же, не пойдет на их подписание. И Минск, конечно, это же знал. Поэтому это вполне закономерный итог, то, что случилось в начале 2020 года. И в этом смысле уже тогда стратегические задачи России в отношении Беларуси были абсолютно понятны, прозрачны, и они не изменились до сегодняшнего дня. Суть состоит в том, чтобы ликвидировать так называемую стратегическую автономию Минска от Москвы, а если более по-простому, то взять более плотный контроль внешнюю и внутреннюю политику Республики Беларусь, причем в одностороннем порядке. В интеграционных образованиях, как мы знаем, союзное государство, Евразийский экономический союз, ОДКБ, действует принцип консенсуса. Беларусь может блокировать и блокировала те внешнеполитические инициативы России, которые ее не устраивают. И в этом смысле, благодаря этому, Беларусь после начала украинского кризиса позиционировалась как донор международной стабильности и безопасности. Поэтому для Москвы принципиально важно ликвидировать эту возможность путем, прежде всего, смещения Лукашенко и привода к власти в Беларуси тех людей, которые ее устраивают. Это одно из условий. А второе из условий – это резкое ослабление в целом белорусского государства, децентрализация принятия решений внутри Беларуси и исключение возможности появления нового Лукашенко, так называемого. Да? То есть политика, который, опираясь на огромные президентские полномочия в соответствии с белорусской конституцией, смог бы опять начать маневрировать между Россией и Западом и отстраивать, так сказать, увеличивать степень автономности Беларуси от России. Но калі палітолагі, аналітыкі нередко кажуць такія, скажем, выказванні, версіі, то ўзнікае такое лагічнае пытанне. Чаму тады Москва, калі так ёй не падабаецца Лукашенко, калі яна хоча яго змясціць, калі ён яе не задавальняе, у самы крытычны момант, калі Лукашенко хістаўся найбольш сваёй гісторыі, гэта жнівеньскія, ну і потым, можа, вераснёўскія дні гэтага году, яна всім, чым магла, ну, фактычна і ў рытарычнай сферы, і ў палітычнай, падтрымала яго, нават сказала, што гатова даслаць свае нейкія спецыяльныя злучэнні, калі в Беларуси будут беспорядки. Чему она это сделала? Значит, я бы здесь отметил два аспекта. Первый аспект, самый важный и принципиальный, учитывая украинский опыт, Москва понимала, что тот подъем моральный, да, который был в белорусском обществе, тот энтузиазм, так сказать, революционный, который был в белорусском обществе в конце июля, начале августа, представлял собой потенциально серьезную угрозу для стратегических целей Москвы, потому что любой политик, который бы пришел к власти, да, после свержения Лукашенко, на волне этого энтузиазма имел бы огромный мандат, огромный кредит доверия от общества, и в этом смысле мог бы использовать его для того, чтобы не обращать внимания на приоритеты Москвы, игнорировать их и, по сути, превратиться во второго Лукашенко. В этом была принципиальная опасность для
Москвы, и поэтому Москва абсолютно логично поддерживала слабую сторону для того, чтобы ослабить более сильную. То есть в тот момент более сильной стороной были протестующие, Москва поддерживала слабого Лукашенко для того, чтобы он устоял, и для того, чтобы эта волна энтузиазма, значит, сошла на нет, что мы видим и произошло, в общем-то, к концу 2020 года. Это первый аспект. А второй аспект, он такой более спекулятивный, но я думаю, вполне можно о нем говорить. Это то, что главный все-таки кандидат от России, от «Газпрома», значит, господин Бабарико находился вне игры политической в тот момент. И, значит, свержение в этом смысле Лукашенко могло запустить развитие политических, значит, политической ситуации по такой нежелательном и непредсказуемой траектории. Вот, поэтому, ну, это такой второй аспект. Но первый аспект более важный. Я вас за язык не тянул, что называется, вы сами сказали, кто гэтые люди, как вы выказывались, больше зручные для Москвы. Вы уже назвали одно прозвище. Я думаю, раз одно, то менавіта на гэтым, по-вашему, концентруется вот стратегия политика Москвы. Але какие есть шансы, коли той же Бабарико, коли все-таки принять гэтую версию, что Москва по некой причине на его вырашила поставить, ён зараз за кратами, его пакуль не вызваляюць, нягледзячы на тое, што паводле ўсіх палітолагаў Москва гэта вельмі актыўна патрабуе. Атрымліваецца, што Москва не мае ніякіх рычагоў уздзеяння на Лукашенко, раз яна патрабуе як мінімум з той сустрэчы сочинскай Путина и Лукашенко, а ён дасюль не выконвае это патрабаванне. Рычаги влияния, конечно, есть, но есть границы этого влияния. Так же, как, скажем, начиная с 2013 года Москва требовала, значит, создания военной базы российской на территории Беларуси, но в итоге не смогла продавить это решение, также и данное конкретное решение Москва пока что не в состоянии продавить. Почему? Потому что, как и в случае с военной базой, в случае с выходом Виктора Бабарико и его возвращением в белорусскую политику публичную, Александр Лукашенко понимает, что это будет начало конца, причем конца скорого. Да? Поэтому Александр Лукашенко просто отказывается это делать. Он прямо об этом заявил, сказал, что, значит, экономические там преступления за Бабарико числятся, вор должен сидеть в тюрьме, ну и так далее и тому подобное. То есть Александр Лукашенко, на наш взгляд и на мой взгляд, испытывая это давление Москвы, просто отказывается делать то, чего от него требуют, потому что понимает возможные последствия такого шага своего. Ну и как тогда может развиваться эта ситуация менавіта у их взаимодочинениях? Ну, как долго он может отмовляться это робить? Как мы понимаем ситуацию, вот, которая сложилась после сочинских договоренностей сентября 2020 года, когда Лукашенко и Путин встречались, значит, эти договоренности включают три главных пункта. Это выпуск, вернее, освобождение Виктора Бабарико, это назначение новых выборов и уход Александра Лукашенко, его неучастие в этих новых выборах, ну и, соответственно, скорее всего, участие Виктора Бабарико и, скорее всего, его победу, потому что он все-таки пользуется огромной популярностью и доверием белорусского электората. Вот. Под это авансом было выдано 500 миллионов, значит, долларов кредита, которые Беларусь использовала для рефинансирования своих обязательств перед Россией. И было обещано еще 1 миллиард долларов, значит, для того, чтобы Беларусь как-то могла свести концы с концами. Значит, сейчас Александр Лукашенко отказался выполнять первое и самое простое условие, да, освобождение Виктора Бабарико. Значит, соответственно, это предполагает, что, скорее всего, оставшуюся часть кредита белорусская сторона не получает. Также это предполагает, что Россия дальше будет предпринимать различные шаги, нацеленные на усиление экономического давления на Беларусь. В частности, мы знаем, что совсем недавно, буквально пару недель назад, еще там 4 белорусских предприятия потеряли доступ на белорусский рынок в сфере пищевой промышленности. В отношении одного был введен режим усиленного лабораторного контроля. Сейчас пошла информация, что Роснефть стала поставлять дизель в Украину напрямую, минуя Беларусь. То есть Беларусь выдавливается из украинского рынка нефтепродуктов, ну и так далее. То есть здесь будет целый спектр
последствий негативных экономических, которые, конечно, будут ослаблять дальше режим Александра Лукашенко и которые будут создавать основу для массовых протестов на уже экономической основе. І от фактично гэтыя крокі Расіі, можна сказаць, в пэўным сэнсе іх назваць эканамічнымі санкцыямі. З іншага боку, эканамічныя санкцыі актыўна зараз абмяркоўваюцца як варыянт захаду. Не толькі санкцыі візавыя, а менавіта эканамічныя. Чаму бы Расіі захаду в дадзеным выпадку не задумацца пра тое, што калі хаця бы в некаторых аспектах іх мэты могуць супадаць з рашэннем для Беларусі, адстаўка Лукашэнкі, прыход больш дэмакратычнага палітычнага рэжыму, які не будзе адназначна, скажем, на баку России и на баку Заходу. Магчыма, можно атрымаць консенсус по гэтай теме? Ну, честно говоря, на наш взгляд, опять же, этот консенсус и имеет место быть. По крайней мере, в российско-европейские отношения тут немножко более сложные, но вот консенсус между российским руководством и новой американской демократической уже администрацией, судя по всему, имеется и, судя по всему, дальше будет крепнуть. То есть мы ожидаем, что Россия и США все-таки предпримут попытку новой перезагрузки, так называемой, по аналогии с той перезагрузкой, которая была после прихода к власти Барака Обамы и которая привела к аналогичному кризису 2010 года в Беларуси. Да, это было важнейшее внешнеполитическое обстоятельство аналогичного кризиса, но, конечно, послабее он был, чем нынешний. Вот. И поэтому Россия сейчас она продемонстрировала свою способность модерировать и разрешать Карабахский кризис, и дальше, опираясь на, так сказать, взаимопонимание с американскими партнерами, с новой демократической администрацией, скорее всего, продемонстрирует свою способность разрешать и еще один политический кризис на постсоветском пространстве, белорусский кризис. По крайней мере, в этом состоит, судя по всему, главная, так сказать, стратегическая линия Москвы. Вот. Но, понятно, все-таки может не все сложиться так, как хотелось бы. Ну да, и в 10-м, так сказать, не склалася, бо дзеянні самога Лукашэнкі, яны, не то, што там непрадказальныя, але яны прадказальныя тым сэнсе, што ён все гатовы паставіць дзеля захавання ўлады. І нават калі, горш будзе для краіны, калі выціскаюцца там лепшыя людзі, саджаюцца за краты лепшыя людзі, і все гэта прыводзіць да санкцыяў, все гэта прыводзіць да эканамічнага ўціску з боку Москвы, але ён, нягледзячы ні на што, гэта робіць, і няхай краіне будзе горш, але галоўная мэта захавання ва ўладзе. Но есть одно важное отличие все-таки от ситуации 2010 года. Тогда у России была конкретная и узкая цель, значит, подтолкнуть Лукашенко к тому, чтобы поддержать инициативу этого нового таможенного союза, который пришел на смену Евразес, из которого появилось единое экономическое пространство и нынешний Евразийский экономический союз. То есть тогда была конкретная цель. И когда Лукашенко подписал за 10 дней до выборов, 9 декабря, в общем-то, угроза его непосредственного смещения тогда исчезла, и беспорядки обернулись просто беспорядками. Сейчас никакой такой конкретной и узкой цели у России нет. А сейчас Россия ставит на то, чтобы ослабить белорусское государство, и в этом и состоит главная задача. Лишить Беларусь стратегической автономии, ослабить белорусское государство и стать главным, в общем-то, стейкхолдером в белорусской внешней и внутренней политике. И поэтому так просто Лукашенко здесь сманеврировать, конечно, не сможет. Дякую, Юрий. Гостем сённяшняй размовы был политолог Юрий Царик. З вами был Виталий Цыганков. Заставайтесь с Белсатом.